Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Опросин о самых резонансных происшествиях этого дня в ближайшие 10 минут. Спустя неделю после массового ДТП в больнице скончался 15-летний подросток. Напомним подробности трагедии на Оренбургском тракте в Казани. Известная уже давно мошенническая схема продолжает приносить плоды телефонным аферистам. По словам потерпевшей, с ней связались операторы якобы для продления договора связи. Узнаем подробности того, как пенсионерка из Нижнекамска потеряла 500 000 рублей. После чего я поняла, что это мошенники, в связи с чем я и обратилась в полицию. Госавтоинспекция Казани разыскала водителя, который запускал фейерверки на ходу из машины в Казани. Покажем кадры извинений нарушителя. Содеянным раскаиваюсь, другим такого делать не советую. Все это не только прямо сейчас. Трагическая новость поступила из ДРКБ. Там скончался 15-летний подросток, пострадавший в массовом ДТП на Оренбургском тракте в Казани неделю назад. Напомним, авария произошла в час пик. Поток автомобилей двигался в сторону аэропорта. У поворота на Песчаной Ковали машины стали замедляться. 41-летний водитель ассенизаторского МАЗа с 18-летним стажем вождения по предварительным данным отвлекся на телефон и упустил из виду, что машины перед ним притормаживают. Спустя мгновение грузовик раскидал 5 легковушек по проезжей части. Сильнее всего пострадала «Лада Гранта», находившихся в салоне 3 человек госпитализировали. Мужчину в травматологию, женщину в нейрохирургию, а подростка в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, ночью, не приходя в сознание, он скончался. Прокуратура Татарстана сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». На перекрестке улиц Карбышева и Парина произошло ДТП с участием 2 автомобилей. По предварительным данным, Volkswagen и Subaru двигались в попутном направлении в сторону проспекта Универсиады. Водитель Volkswagen принял решение развернуться от правой обочины. В момент выполнения маневра в его автомобиль врезалась Subaru, ехавшая по левой полосе. По словам мужчины, который управлял немецкой иномаркой, из-за сильного дождя он не заметил приближающуюся легковушку. Полицейские Татарстана задержали водителя, который 1 июня запускал фейерверки во время движения по Вознесенскому тракту в Казани. Автоинспекторы установили личность и нашли нарушителя, несмотря на то, что автомобиль двигался без номеров. Шумно отмечавшим День защиты детей оказался 20-летний неработающий казанец. Молодой человек вину признал. Он был оштрафован за опасное вождение, нарушение правил остановки и управления транспортным средством без регистрационных знаков. 1 июня 2025 года двигался по Вознесенскому тракту и запустил с окна бенгальские огни. Содеянным раскаиваюсь, другим такого делать не советую. Несколько часов назад в Казани грузовая «Газель» сбила на пешеходном переходе мальчика на самокате. ДТП произошло на улице Наиля Юсупова в микрорайоне Салават-Купере. На записях с камер наблюдения и регистратора встречного автомобиля видно, как водитель грузовичка останавливается перед зеброй и пропускает нескольких пешеходов, среди которых есть и самокатчики, по всем правилам спешившиеся перед проезжей частью. По всей видимости, предположив, что поток пешеходов иссяк, водитель трогается. В этот момент на зебру вылетает мальчик лет 10 на самокате. Предположительно, ребенок попал в мертвую зону. Водитель попросту не увидел несовершеннолетнего. После удара машина резко останавливается, а мальчик по счастливой случайности не попал под колеса, а оказался под автомобилем. Предварительно у пострадавшего сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Его увезли в ДРКБ. Подобные ДТП на этом участке дороги уже случались. Так, 30 апреля водитель Kia Rio не уступил дорогу и сбил 9-летнего мальчика. Ребенок с ушибами был доставлен в травмпункт. Скорая помощь вызвали на улицу Короленко в Казани. По предварительным данным, местная жительница среднего возраста, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, потеряла равновесие и упала, ударившись головой. Прибывшие медики обработали рану, сделали перевязку и госпитализировали пострадавшую в ближайшую больницу для дальнейшего осмотра. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего для исключения криминальной версии.
Пожилая женщина потеряла 500 тысяч рублей после общения с мошенниками в Нижнекамске. Преступная схема телефонных аферистов особо не меняется, но, к сожалению, продолжает работать. В МВД подробно рассказали о том, как именно пенсионерка лишилась накоплений в надежде на то, что следующие потенциальные жертвы будут осторожнее со звонками, которые поступают от неизвестных людей. Мне позвонили сотрудники сотовой связи. Подобными словами начинается большинство обращений жертв мошенничества. Обращаясь к человеку по имени и отчеству, зачастую зная что-то еще из украденных баз данных, аферисты входят в доверие потенциальных потерпевших. Далее злоумышленники представляются какой-то реально существующей организацией. Горгаз, электросети, управляющая компания, поликлиника или пенсионный фонд. У преступников нет никаких моральных ограничений. Они убеждают получить некую бесплатную услугу. Задача одна – завладеть вниманием жертвы и обмануть. В этот раз мошенники представились мобильным оператором. Мне позвонили сотрудники сотовой связи, которым я продиктовала код. В МВД неоднократно предупреждали. Нельзя никому сообщать коды из СМС. Именно таким способом преступники получают доступ к личным приложениям своих жертв. Далее наступает этап запугивания. Потерпевшим объявляют, что совершено преступление, а они сами стали соучастниками. Теперь якобы спасти все их имущество могут только срочные моментальные действия. Это тоже важно мошенникам. Они не дают времени на обдумывание, держат нервы жертвы в напряжении и упоминают правоохранительные органы и спецслужбы. Далее мне позвонили сотрудники ФСБ, которые сообщили, что я говорила с мошенниками и что требуется спасти денежные средства. Тогда я сняла свои деньги в размере 500 тысяч рублей и передала их таксисту. Женщине не дали времени подумать о том, почему спасителем ее денег, по мнению спецслужб, является таксист. И чем личный карман неизвестного ей водителя надежнее банковского вклада. Лишь спустя несколько часов после того, как пенсионерка успокоилась, к ней вернулась способность мыслить логично. После чего я поняла, что это мошенники, в связи с чем я и обратилась в полицию. Сколько еще доверчивых людей должны лишиться своих накоплений до того, как все привыкнут к мысли, что сотрудники Федеральной службы безопасности не звонят пенсионерам с предложением немедленно отдать все свои деньги курьеру или перепрятать их иным способом. Эта преступная схема уже не нова, но по-прежнему действует. По словам потерпевшей, с ней связались операторы якобы для продления договора связи. Но разговор прервали лжесотрудники Федеральной службы безопасности и убедили пенсионерку обезопасить денежные средства. Ведь она продиктовала коды СМС-сообщения мошенникам. Следуя указаниям звонивших, Нижнекамка сняла деньги и передала их курьеру, который представился водителем такси. Лишь спустя время женщина поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию. По данному факту Управлением МВД России по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Соблюдайте информационную гигиену и относитесь с осторожностью к телефонным звонкам с заманчивыми предложениями. Олег Хайруллин, Азат Шагабудинов, вызов 112. Этим вечером в селе Шимардан Сабинского района случилось происшествие, последствия которого до сих пор ощущаются в радиусе нескольких сотен метров. По неустановленной пока причине грузовик, перевозивший фекалии, совершил резкое торможение, после чего содержимое кузова выплеснулось на проезжую часть. Изрядная доля попала на легковой автомобиль, не кстати оказавшийся в зоне биологического поражения. Очевидцы сообщают, что дышать вблизи места происшествия крайне затруднительно. Подробности и виновные устанавливаются. Меня что творят? Бытын жылда бук. Ой бы возят шушик галны. Бытын республикадан. Бытын шамадандан мусорку ясап бетердилер. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.